Уважаемый Руслан Нургалиевич, вручить сертификат на получение новых автобусов большой вместимости для города Набережные Челны. Перед началом заседания городского совета для перевозок набережных Челнов Рустам Минниханов передал 10 больших автобусов НИФАС. Они работают на газу. В этом году город на Каме по федеральной программе получит еще 80 таких машин. Уверен, что данные наши решения, они качественно поменяют ситуацию. Здесь не только автобусы, Альгам Барыч, надо и систему работы, маршруты, профессиональный состав людей, которые будут работать. Эти все вопросы необходимо будет решить. Поэтому добрый путь, хайрлы сагатта. Раису республики представили выставку достижений набережных Челнов. Автоград подтверждает свое название. Множество модификаций выпускает КАМАЗ. Новую автопродукцию осваивают малые промышленные предприятия. Стекло выдержало патроны автомата Калашникова 74-го. В минувшем году в Челнах появилось производство бронеавтомобилей премиум-класса. Раньше популярны были бронированные, я думаю, вы тоже знаете, ленд-крузеры. Да? Сейчас это будет уже танк 500. У нас именно, как сказать, замена западных недружественных производителей. В минувшем году промышленное производство выросло почти на 20%. Продукцию отгрузили более чем на 700 миллиардов рублей. Почти половина этой суммы приходится на КАМАЗ. Завод выпустил более 40 тысяч грузовиков. Набережные Челны продолжают свое устойчивое развитие. Серьезные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, республика, безусловно, оказали влияние на все сферы жизнедеятельности нашего города. В специальной военной операции участвует более 2000 уроженцев города Набережные Челны. Военнослужащие из Автограда самоотверженно выполняют свой воинский долг, с достоинством переносят все сложности воинской службы, проявляет личное мужество и отвагу. С первых дней СВО челнинцы активно поддерживают военнослужащих и их семьи, а также жителей города Лисичанска. Основным итогом прошлого года стало то, что мы с вами стали настоящей единой семьей, семьей Татарстана, сплотившейся вокруг наших лидеров и объединенные одной целью – приблизить победу и продолжить работу во имя процветания родной республики. Благодаря льготам и специальным программам в городе развивается малый и средний бизнес. Предприятиями города за год получены финансовые ресурсы в сумме около 5 миллиардов рублей на модернизацию и приобретение оборудования, транспорта и на пополнение оборотных средств. Наиль Магдеев поблагодарил руководство республики, Минэкономики за оперативную помощь предпринимателям-погорельцам, чье имущество сгорело на рынке Заритал. Для своего развития Челнам нужно решить несколько проблемных вопросов. На них обратил внимание Рустам Минниханов. В городе дефицит кадров, на одного безработного 10 вакансий. Первый путь – это создание мощных образовательных центров на базе колледжев и профессиональных училищ. Второе, конечно же, работа с мигрантами. Здесь надо очень внимательно подходить к этим вопросам. Обновление требуют социальные объекты и коммунальная инфраструктура. Очень много обращений в вопросах ЖКХ. Я понимаю, что это касается работы управляющей компании. Здесь, конечно, надо наводить порядок. Я не понимаю, откуда они появились, управляющие компании, иногородние в Челнах. Раз не справляются, значит, решение одно. Много нареканий к работе городского здравоохранения. 1,5 раза выросло обращение граждан челнинцев по работе медицинских учреждений. Челны никогда в зону критику по здравоохранению не попадали. Какие-то, видать, не могут записаться. Ну и по качеству медицинского обслуживания тоже есть вопросы. Я прошу вас очень внимательно посмотреть. Как отметила Раис республики, у Автограда есть потенциал для развития. Импульс должны дать открытие трассы в обход Челнов и Нижнекамска и мост через Каму. Дмитрий Айрин, Лисан Саитова, ТНВ, Набережные Челны.